Моих коллег еще не преследовали и не наказывали. Как считаете, это нормально? Похоже, мы нашли универсальную сумму, которая решает все вопросики в этой стране. Что вообще происходит? Привет! Меня зовут Нина, а вы смотрите еженедельный обзор новостей от 7 на 7. Сегодня мы попробуем сделать выпуск короче. Может быть, тогда просмотров станет больше? Журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма. Прокурор просил 6 лет колонии, но суд решил ограничиться всего лишь штрафом в 500 000 рублей. Когда объявили приговор, сторонники журналистки собрали около 50 тысяч прямо у здания Псковского суда. Светлана посоветовала передать эти деньги на поддержку политзаключенных. Даже Данила Поперечный предложила платить весь штраф, если вдруг почему-то не удастся выиграть апелляцию. Светлана на свободе, все рады. Но в очередной раз невиновный человек получает уголовку и должен государству кучу бабла. А все из-за того, что высказал свое собственное мнение. Как считаете, это нормально? Ну и пока далеко не ушли, снова про суд. Только теперь из Пскова мы отправляемся в Петрозаводск. Там судят историка и исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева. Ему запросили 15 лет колонии по делу об изготовлении порнографии. Разобраться в этом деле очень сложно, потому что в 2018 году Дмитриева освободили, но потом дело снова завели, и что вообще происходит? Одиночные пикеты в поддержку и задержание уже привычные будни в послепоправочной России. Заметили, сколько медиа и журналистов внезапно попали в немилость? Суд огласит вердикт по делу Дмитриева 22 июля. Мы расскажем вам о результатах. Трогательная и жизнеутверждающая история прилетела к нам из Рязанской области. Зимой в поселке Городецком у деда Матвея сгорел дом. Идти некуда, что делать непонятно. Государство дает 30 тысяч рублей и говорит: вали, дедушка, в дом престарелых. Дед Матвей не соглашается. Дом сгорел, но хозяйство и животные остались. История получает огласку, и тут появляются бравые волонтеры со всей страны, которые сначала строят дедушке бытовку, а потом вообще собирают 500 тысяч рублей и ремонтируют дом. И тут 500 тысяч. Похоже, мы нашли универсальную сумму, которая решает все вопросики в этой стране. Дом для деда Матвея – очень милая история о том, что сообща обычные люди могут сделать больше государства. Ну, это так, мысли вслух. А все ссылки, как всегда, в описании. Чего еще ждать после поправок? И как уже поменялась страна после голосования? Есть классное видео на эту тему. Беседа с политологом Глебом Павловским в школе гражданского просвещения. С 1996 по 2011 год Павловский был советником руководителя администрации президента РФ. Понимаю, 1,5 часа политической лекции зайдут далеко не всем. Поэтому предлагаю каждому из вас предложить в комментариях, что вы предлагаете посмотреть на выходных. Отличное предложение, не правда ли? Кинотеатры все равно еще не скоро откроются. Пикеты, протесты, обыски, задержания. Каждый день мы видим информацию об этом. Павел Чиков в своем блоге дал краткую инструкцию, как действовать, если и вам понадобится защита адвоката. Изучите инструкцию самостоятельно и поделитесь со знакомыми и близкими. Надеемся, вам она не пригодится. Сегодня я предлагаю каждому из вас поучаствовать в продвижении этого самого шоу. Что конкретно можно сделать? Во-первых, очень важно досматривать видео до конца. Это один из главных факторов, которые сейчас учитывает YouTube. Во-вторых, пишите свои комментарии, что можно сделать лучше. Добавить новые рубрики или изменить старые. Мы будем рады любым вашим советам. Ну и в-третьих, лайки и колокольчики по-прежнему хороший способ показать, что наш контент вам интересен. Спасибо, что смотрите нас и рассказываете своим друзьям про наш канал. Годом памяти и славы объявили 2020 год в России, но это официально. В интернетах уже шутили, что 2020 год журналистики, потому что так часто моих коллег еще не преследовали и не наказывали. Поэтому сегодня мы предлагаем задонатить Центру защиты прав СМИ. Да, я понимаю, почти весь выпуск получился на одну тему, но куда деваться? Времена не выбирают. Любая сумма поможет честным журналистам и дальше рассказывать вам правду, несмотря ни на что. Ссылку вы найдете там же, где и всегда.
Заканчиваем на сегодня. Неделя получилась насыщенная, а что из нее запомнилось больше всего вам? Пишите комментарии, читайте 7 на 7 и не болейте. В прошлом выпуске мы просили вас предложить замену Пашиной фишки про горизонтальную Россию. Я пойду дальше и призову вас сделать горизонтальным весь мир. Ничего общего с плоской землей. С вами была Нина, скоро увидимся, пока!